Ну, с 2014 года практически все жители Крыма оказались в такой некой серой зоне, где формально действует российское законодательство, но на самом деле можно говорить о том, что никакое законодательство там не работает сейчас, потому что не признаются ни международные нормы права, ни нормы права национального законодательства России. И все аресты, обыски и судопроизводство идет с грубыми нарушениями. И если поначалу у кого-то были такие представления о том, что эти репрессии коснутся только крымских татар или отдельных групп из числа крымских татар, то сейчас растет общее понимание, что оно распространяется абсолютно на все слои населения, невзирая на национальный, конфессиональный признак. То есть любое инакомыслие на полуострове, любое несогласие с официальной точкой зрения властей в Крыму воспринимается как протест, и, соответственно, это преследуется.